Ассаламу алейкум, братья и сестры, мир вам! Вас приветствует Чечен-синдром. Друзья, сегодня хотелось бы вам рассказать о чеченце Магомед Али Джанаралиеве. Наш соотечественник Магомед Али, житель города Урус-Мартин, Чеченской Республики, прославился тем, что в 2006 году на своем стареньком велосипеде, который сам же и собрал, отправился в хадж к святыне всех мусульман в Мекку. На то время Магомеду Али было 63 года. На своем железном коне он проделал путь длиною почти в 13 тысяч километров, пересек границы 13 стран. По словам самого Магомеда Али, на хадж его подвигла явившаяся во сне мать, которой давно уже не было в живых, назвала ласково, как в детстве, и попросила, чтобы он отправился в хадж на велосипеде. Перед хаджем Магомед Али поведал об этом видении и о своих планах муле местной мечети, который, выслушав его, не увидел для исполнения этого никаких препятствий. Однако родственники Джанаралиева долго отговаривали его, путь ведь предстоял не близкий и довольно опасный. Но Магомед Али был непреклонен. На рынке старик увидел мальчишку, продающего за небольшие деньги старые велосипедные запчасти, раму, руль и педали. Купил все, что было, затем приобрел колеса и собрал технику, и буквально на следующий день отправился к чиновникам республики за содействием, разрешения пересечь границу на велосипеде. Ни российские, ни саудовские власти разрешения не давали. Но тщетно старик неделями обивал чиновничьи пороги. Ходатайства он так и не добился, поэтому занял у родни $2000 и поехал без визы, на свой страх и риск. Таким образом, необычный паломник начал свое многонедельное путешествие на стареньком велосипеде из родного городка Урус-Мартин к священному городу Мекки, на всякий случай прихватив с собой 11 запасных цепей, 6 камер и несколько гаек и болтов. После Дагестана российские пограничники защелкнули на его руках наручники. Он начал вырываться на границе с Азербайджаном. Там как раз стояли автобусы с паломниками из Ставрополья и Осетии. Они увидели и стали упрашивать, чтобы его отпустили доехать с ними до Баку. Договорились, поставили его с велосипедом между автобусами. И так он добрался до азербайджанской столицы. Потом, по его словам, он платил по $100 на иранской и иракской границах, и его пропускали дальше без визы. Он отправился в дорогу 14 ноября 2006 года, и за месяц преодолел больше 5000 километров. В дороге у Магомеда Али было немало опасных и неприятных моментов. Возле иранского города Астара на путника напали волки, но из этой схватки Магомед Али вышел победителем, убив 2 и ранив 1 зверя и обратив остальных в бегство. Но несколько дней спустя, другой хищник чуть не лишил его жизни. Бесшумно подкравшись к уже засыпающему Магомеду Али, гиена вонзила ему в затылок свои острые зубы. Но и на этот раз паломнику каким-то чудом удалось спастись, и смерть вновь отступила. Потом он нарвался на американских пограничников в Багдаде. С ними ему договориться не удалось. Они его не пропускали дальше без визы, но и возвращаться домой Джанаралиев наотрез отказался. Тогда они сломали ему велосипед и непристойно выражались в его адрес, думая, что он русский. Паломник тщетно пытался объяснить им, что он чеченец, мусульманин, но американцы доказывали обратное, тыча ему под нос его российский паспорт с христианскими крестами на гербе. Магомеду Али оставалось только молиться и уповать на Аллаха. Помогли единоверцы-иракцы, отремонтировали технику и отправили дедушку обратно. Где-то на границе с Арменией с ним произошла такая же схожая ситуация, что и в Багдаде, только на этот раз это были российские контрактники. Ему опять сломали велосипед, только теперь вместо русского его честили дудаевским бандитам. Магомед Али, не доезжая до Баку, свернул на Грузию. Хотел проехать в Турцию через перевал, но в горах в декабре уже лежал глубокий снег. Пришлось 1 ночь пережидать в снежной пещере. Тогда он всю ночь молился и делал намазы.
и возвращаться на равнину, где его уже караулил в небе вертолет с грузинскими пограничниками, прослышавшими о чудаке на велосипеде. Самая радушная встреча по дороге в Мекку, по признанию Магомеда Али, ждала его именно здесь, в Грузии, на границе этого государства. Паломника встречал сам президент страны Михаил Саакашвили. Президент предлагал всяческую помощь и просил обязательно известить его на обратном пути, что он с удовольствием и сделал. Джанаралиеву поразило, что представитель иной веры, человек, занимающий столь высокий государственный пост, так искренне встречал его и восхищался его отвагой. Михаил Саакашвили уговаривал отказаться от ненадежного транспорта. Он предложил подбросить паломника до Сирии по воздуху. Но Магомед Али решил не нарушать волю матери, добираться на 2 колесах. Паломник вежливо отказался от этого предложения, отправившись оттуда в Турцию, и продолжил свой путь в гордом одиночестве. В Сирии визу не дали, но пропустили в Иорданию, где Джанаралиев смог перевести дух в гостях у своего 108-летнего двоюродного брата. На границе с Саудовской Аравией он предложил тамошнему полковнику последние $500. Его пропустили, взяв слово, что как только помолится, сразу же поедет обратно. 25 декабря 2006 года Магомед Али добрался до желанной Мекки. Там Магомеду Али была оказана особая честь. Он стал одним из немногих паломников, которым за все время существования Каабы удалось побывать в ней. Как только вошел в Каабу, я попросил у Всевышнего рая для тех, кто безвинно погиб на войне, а также свободы тем, кто без вины томится в разных российских тюрьмах, и возвращения домой без вести пропавших людей. Я просил мира всей многострадальной чеченской земле, чтобы на ней навсегда исчезли распри, тейповые различия, мешающие чеченцам нормально жить, признался потом Магомед Али. А у Каабы его ждал сюрприз. Смотритель святых мест, также прослышавший о странном чеченце, попросил Магомеда Али через своего помощника не уезжать сразу после молитвы. В знак высокой оценки его паломнической поездки, для паломника отрезали и подарили кусочек черного шелка, которым накрыта священная Кааба. Дома Магомед Али разделил святыню на 3 части. Одну отнес в городскую мечеть, вторую – бывшему имаму этой мечети, а 3-ю оставил себе. Он также рассказал, что ему предлагали выкупить за большую сумму для музея в Мекке его папаху и велосипед, и даже предлагали обменять его на дорогую иномарку. Но он наотрез отказался, сказав, что настоящий чеченец не продает ни своей головы, ни своего коня. Завершив хадж, домой паломник на педалях вернулся автобусом. С собой он привез массу впечатлений о священный велосипед, который для местных жителей уже стал легендой. Увы, по свидетельству Магомеда Али, его возвращение на родину, в Чечне ни на каком уровне даже не заметили. Многие узнали о его поступке только из газет, и то некоторое время спустя. Несколько лет назад Магомед Али ушел из жизни. Да помилует его Аллах и да зачтутся все его усилия, которые он приложил на его пути. Кстати, друзья, велосипед Магомеда Али сейчас находится в частном историко-этнографическом музее. Данди Юрт, хозяин и основатель музея Адам Сатуев. Условия на момент передачи велосипеда были таковы: если Адам его кому-то продаст, то должен будет хозяину $1 миллион. Друзья, а далее я хотел бы вам рассказать еще об одном паломнике из Чеченской Республики, Абу Бакре. К сожалению, фамилию его я так и не узнал. Абу Бакр в 2009 году также совершил хадж, только уже пешком. Чтобы дойти до святыни ислама, Абу Бакру понадобилось 118 дней. За это время он преодолел 6000 километров, сообщает саудовская газета «Аль-Акас». Для того, чтобы отправиться в хадж пешком на такое расстояние, кроме силы и веры у него была еще одна причина. Во время боевых действий в Чечне в дом Абу Бакра попал снаряд, унесший жизни его отца, матери, жены и 3 сыновей. 4-й сын, Шарип, получил серьезные ранения. Горе отца было столь велико, что он дал обет
совершить хадж пешком в случае выздоровления ребенка. Вскоре после этого 10-летний мальчик, находившийся в критическом состоянии, пошел на поправку, и тогда пришло время отцу выполнить обещание, данное Всевышнему Аллаху. Отправляясь в Мекку, с собой он взял палку, несколько бутылок воды, лимонные дольки для утоления жажды, одеяло, запасную пару обуви на случай, если протрутся его ботинки, а также Коран, чтобы читать его в пути, и мобильный телефон. Путь Абу-Бакра пролегал через Дагестан, Азербайджан, Турцию, Сирию и Иорданию. Каждый день он проходил до 100 километров без остановок, а сил ему прибавляли неустанные чтения Корана и аятов. Жители государств, через которые шел паломник, помогали ему, а некоторые на машинах сопровождали его до границы. На многочисленные предложения подвезти, Абу-Бакр отвечал отказом. «Я должен был сдержать обет, дойти до святых мест, так, как это делали наши предки», — пояснил он. В пути его сопровождали многочисленные трудности. В Турции он попал в больницу, где пролежал несколько дней, получив укол скорпиона, после чего продолжил свое путешествие. Как сообщает издание, благополучно завершив хадж, Абу-Бакр отправился из Мекки в Медину. «Все это время я очень скучал по своему шерифу, который стал причиной моего присутствия в этом месте, и периодически звонил ему с мобильного», признался Абу-Бакр саудовскому корреспонденту. Обратный путь до дома он также прошел пешком. В завершении своего видео хотелось бы сказать: да вознаградит Аллах Раим Абу-Бакра за его усердие на его пути, и чтобы там он был вместе со своей семьей. Друзья, на этом у меня все. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть. С вами был Чечен Синдром. Спасибо вам и до новых встреч.